Воскресенье, 21:30 на канале ВСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Здравствуйте, я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Испорченный праздник. В Мечетлинском районе гужевую повозку с артистами протаранила машина. Лошадь усыпили, пенсионерки ампутировали стопу. Я не знаю, что будет делать. Ноги болят. Душа болит. С места аварии Айгуль Хатыпова. Сгоревший урожай. После 5 июня не пойдут дожди, конечно, это будет крах. Запасы влаги на исходе, на полях суховей, трещины с ладонь, зерновые атакуют вредителей. Это в первую очередь сейчас у нас бложки, саранча. Хазат Садреев о том, не пора ли объявлять режим чрезвычайной ситуации. А у нас подводный газ, самый трудоемкий за последние десятилетия газопровод в сторону Уфимского Забелья, проложили под Белой. Гарантированные поставки в нашей республике от 28 миллиардов кубов сибирского газа. А в Стерлитамаке вновь запустили линию по выпуску башкирских порошков. У меня очень хорошая была репутация в конце закрытия этого завода. Много было нареканий. Ключевые итоги нефтегазохимического форума. Если строить, довольно-таки очень дорогое удовольствие. Новая неделя, новый ценник. В Башкирии отмечается небывалый рост цен на стройматериалы. Цены на металл, который мы используем в виде армирования, повысились на 122%. С чем связан такой ажиотаж и что будет с жилищным строительством, выясняла Анастасия Ильчебаева. И вот она, причина перекрытых дорог в столице. Уфа присоединилась к легкоатлетическому полумарафону «Забег РФ». Надо держаться в компании бегунов, тогда все будет в порядке. Затем, кто первым прибежал к финишу, наблюдал Артем Кочешев. Сверхаварийными выдались эти выходные в республике. На дорогах погибли 3 человека, еще свыше 20 травмированы. В Зианчуринском районе с трассы слетела Kia Rio под управлением жителя Татарстана. В результате его 67-летняя супруга скончалась, а вот 15-летняя внучка, которую они везли в гости, получила перелом позвоночника. В Аскинском районе скончался водитель ВАЗ-99 модели. При столкновении с «Шевроле Кросс» 58-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу в автомобиле скорой помощи. В Дуванском районе погибла 47-летняя пассажирка. Еще 3 женщины доставлены в больницу. Известно, что водитель отечественной «девятки» за руль сел пьяным и не имея прав. Пьяный водитель сегодня едва не угробил своих пассажиров в Нефтекамске. Мужчина, уходя от погони полицейских, протаранил автобусную остановку. К счастью, утром она оказалась пустой. Все, кто был в машине, госпитализированы. Пенсионерка без стопы, лошадь усыпили. Шокирующие кадры аварии в Мечетлинском районе уже, пожалуй, облетели всю страну. Гужевую повозку, в которой нарядно из песни ехали пожилые артисты местного фольклорного ансамбля, протаранила Toyota Avensis. Можно ли было избежать аварии, как себя чувствуют пострадавшие? С места событий репортаж моей коллеги Айгуль Хатыповой. Словно сцена из какого-то фильма ужасов. Пожилые люди радостно едут на праздник, наигрывая веселую мелодию на гармошке. И уже буквально через несколько секунд скрип тормозов, удар, и в тот же момент повозка, полная людей, подлетает в воздух и переворачивается. До праздника сельчане не доехали совсем немного, около 100 метров. Трагедия произошла прямо на этом повороте. Знаков, запрещающих обгон, здесь нет, а разрешенная скорость не более 90 км в час. По следам на дороге можно отследить примерный тормозной путь автомобиля, где-то порядка 50 метров. С какой действительно скоростью двигалась Toyota, остается только догадываться. А вот так выглядит иномарка уже после самой аварии. Смятый бампер, оторванные номера и крыло, испачканное кровью. Сейчас автомобиль находится на специализированной стоянке. ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего. Из 8 человек, ехавших в телеге, 5 получили травмы. Лошадь с увечьями и вовсе пришлось усыпить. С тяжелыми переломами 2 пострадавших доставили в Мисигутовскую центральную больницу. Это примерно 70 километров от места аварии. Я по жизни, конечно, оптимистка, но это пережить очень тяжело. Год назад Гульсум Каримовна потеряла мужа, а в этом едва не погибла сама. Пожилая учительница в тот роковой момент сидела в телеге вместе со всеми. Основной удар автомобиля пришелся по ногам женщины. Душа-то молодая, сами только стареем.
Вот готовились к празднику, называется национальный праздник Кукушкин чай. Долго готовились, 10 дней, репетировали. День такой был чудесный, солнечный. И вот такое случилось внезапно. Правую ступню пожилой женщины оторвало в момент удара. Кость была раздроблена сразу в нескольких местах. Пытались сохранить нижнюю конечность, но, к сожалению, нижняя конечность была не жизнеспособна. Пришлось произвести ампутацию ниже колена. Сейчас пациентка находится в отделении реанимации. На данный момент ее состояние стабильно тяжелое. Теперь женщина осталась инвалидом, но держится. Волевой характер не дает Гульсум Каримовне плакать. За все годы работы учителем выпустила больше 8 классов, воспитала сотни учеников и подняла на ноги 2 детей. А теперь предстоит поднять на ноги саму себя. Там много было крови. У Гульсум Пайки торчали кости. Остальным повезло гораздо больше: синяки, ушибы и ссадины. Я думала, что у меня мама умерла. Рania Курбанова в аварии едва не потеряла маму. Теперь винит во всем себя. Ведь именно она вместе с сельчанами организовывала этот праздник. Представляете, вот, если бы они все умерли, я бы, наверное, не пережила. Нарядные в национальных костюмах и традиционных головных уборах. Совместную фотографию участницы коллектива сделали буквально за 20 минут до трагедии. Обрядовый праздник Кукушкин чай сельчане решили отметить прямо в поле, потому как местный дом культуры уже несколько лет закрыт из-за аварийного состояния. Все проблемы, все вот это, то, что у нас нету клуба, мы бы не поехали в поле. У нас потому что деревня уже старые бабушки, жители, им надо садиться, сидеть и слушать. Что делать? Они хотели их веселить, поехали в поле. Такого трагедии не случилось, если был бы у нас клуб. За рулем Тойоты Авентис, протаранивший повозку с пожилыми артистами, был 53-летний житель Белокотайского района. В рамках доследственной проверки по факту ДТП в Мечислинском районе, в котором 5 человек получили травмы различной степени тяжести, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, а также автотехнической. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств». Сельчане говорят, что после ДТП водитель даже не подошел к пострадавшим, ни извинений, ни помощи. Даже спустя сутки в деревне не появлялся. Кто виноват в случившемся, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Агуль Хатыпова, Буат Закирьянов, Азат Узбеков и Ильдус Камалеев. Итоги недели: Дуванский и Мечетлинский районы. В Башкортостане могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Такую возможность не исключают в региональном Минсельхозе. Республика теряет более половины озимых культур из-за аномально жаркой весны. Аграрии вынужденно меняют тактику. Как можно спасти урожай? С подробностями мой коллега Азат Садреев. Нет, такой жаркой весны никогда не было. Из-за майской жары на полях Аургазинского района появились трещины, ширина которых позволяет просунуть в них ладонь. Недостаток влаги влияет на растения. Посевы еще не погибли, но замедлили свой рост, и при этом не везде есть возможность провести мелиорацию. В этом хозяйстве только здесь 50 тысяч гектаров земли в нашем районе. Урожай. Это бесполезно, это невозможно все охватить орошением, потому что нет и соответствующих водоемов везде, коммуникации там, дороги, там трассы не позволяют, поэтому вот такая ситуация. Видите, корень уже начинает сохнуть, не разбивается. Из последних сил растения держатся и в Давлекановском районе. Аграрии сделали все возможное, чтобы сохранить влагу. Вместо вспашки полей применяют безотвальную обработку. Но, тем не менее, накопленные запасы воды в почве уже на исходе. Исправить близкую к чрезвычайной ситуацию может только одно. Я думаю, если в течение 10 дней сегодня еще мы сможем, конечно, продержаться, если, конечно, скажем так, после 5 июня не пойдут дожди, конечно, это будет крах. Значит, первое, мы уже теряем объем производства зерна. Значит, мы уже видим, что озимые не дадут более половины тех запланированных количества тонн, которое было запланировано. Ну и видим, что поменяли аграрии тактику и больше упор будут делать на масличные, сахарную свеклу, лен и гречиху. А взглянув на поля Хайбулинского района, можно подумать, что они засеяны лишь частично. Но это не так. Двухнедельная жара выше 35 градусов почти убила зерновые и другие культуры. Проблем добавляет суховей выше 8 метров в секунду. Ветер на полях горячий. У нас со второй декады апреля не выпадало дождей. И в результате этого наши посевы в данное время
прям вот страдают от недостатка влаги. Беда не приходит одна. Пока в Зауралье еще даже не подсчитали убытки от засухи, аграриям приходится тратиться на химобработку полей, чтобы спасти от вредителей хотя бы то, что выросло. Зерновые бложки, которые на полях, некоторые хозяйства уже приступили к обработке против них. И плюс сейчас здесь новая напасть, саранча. Она у нас, конечно, не стадного характера, но несмотря на это мы уже зафиксировали ее распространение на площади порядка 2000 гектаров. А этому хозяйству из Зианчуринского района противостоять засухе помогает мелиорация. 3 года назад предприятие инвестировало 70 миллионов рублей на установку оросительной системы. По подземным трубам вода поступает на поля, где оросительная машина шириной в 360 метров за сутки поливает до 50 гектаров земли. Вся система управляется компьютером. Человек нужен только для программирования расстояния и давления воды. Оросительная система Валей работает в автоматическом режиме. Скорость движения установки 10 метров в час. Удержаться на выбранной траектории помогает специальная борозда, на которую ориентируется умная машина. В хозяйстве 3 дождевальных комплекса, 2 фронтальных и 1 круговой. Из-за аномально жаркой весны запустили их уже в начале мая, что принесло результат. Хозяйство готово приступить к уборке кормовых культур. Благодаря поливу бутончики люцерны почти сформированы, а само растение выросло до 50 сантиметров. В прошлом году мы силос на Багаре заготовили из-за засухи прошлого года 50 центнеров, стыдно, но 50 центнеров говорить. А вот где поливали, и благодаря этим поливным участкам мы заготовили от 350 центнеров. И благодаря этому только мы сформировали запас. Но такие комплексы может позволить себе не каждое хозяйство. Большинство аграриев ждут осадков с неба. Если же дожди не пойдут в ближайшие пару недель, то не исключено, что в республике будет введен режим чрезвычайной ситуации. Азат Садреев, Булат Закирьянов, Артур Елаев. Итоги недели. Между тем, в лесах Зауралья борются с другой напастью – непарным шелкопрядом, который оставляет после себя вместо сочной зелени лишь проплешины. Вредителям охвачено почти 500 тысяч гектаров площадей. В Зианчуринском районе для борьбы с прожорливыми гусеницами привлекли сверхлегкие самолеты. Обработку лесов начинают с рассветом, и пока температура не поднимется выше 25 градусов. Если воздух теплеет, то химикаты теряют свои свойства, говорят специалисты. Насекомые попали в Башкортостан с территории соседней Оренбургской области. Обработку от них проводили и в прошлом году, однако денег на всю территорию зараженных лесов не хватило. В прошлом году осенью обследование провели. По обследованиям 93 тысячи гектаров было поражены очагами непарного шелкопряда. У нас в районе лесной фонд составляет 123 тысячи гектаров. Считай, это уже 76% от общей площади лесного фонда. Обработку проводят из земли. Для этого используют спецавтомобили высокой проходимости. На них установлены мощные распылители. Эти нанокапли образуют туман, который обволакивает пораженные шелкопрядом леса. Все работы ночью проводятся только ночью, чтобы не навредить пчелам. И при скорости ветра не более 3 метров в секунду. Только при таких условиях туман держится над распыленной площадью несколько часов. На прилавках магазинов вновь появились знаменитые порошки «Зифа», «Лучи» и «Коль». Башкирская содовая компания возобновила законсервированную 3 года назад линию. Ради Хабиров дал старт производству на нефтегазохимическом форуме. Объем вложений составил 275 миллионов рублей. Удалось создать еще 125 рабочих мест. Проектная мощность – 60 тысяч тонн порошка в год. В планах поставка продукции по всей России и в страны ближнего зарубежья. В марте этого года по решению президента России Владимира Путина республика получила контрольный пакет акций БСК, тем самым взяла в свои руки управление над предприятием. Выпуск моющих средств – одна из мер развития содовой компании. Довольно большая сумма денег пойдет на решение экологических проблем. Таковые возможности у предприятий есть. Сегодня они заключили договор с Web Engineering. Это тоже возможность привлекать заемные, очень удобные средства. Поэтому я полагаю, что предприятие сейчас начинается такое, знаете, на стадии такого динамичного развития. Я полагаю, что уже в самые ближайшие годы мы будем видеть, как предприятие преображается, потому что очень старое производство. Оно все-таки и сложное, и долгое время не модернизировано.
модернизировалась. Ну и плюс появляться будут новые точки развития. Вроде как бы нас и помнят, но в то же время не очень хорошая была репутация в конце закрытия этого завода. Много было нареканий, но сейчас мы проследили все ошибки, приняли все меры, и я думаю, что рынок нас увидит и увидит с нашей новой стороны. Также на форуме запустили новый газопровод через реку Белую. Свыше 700 метров труб проложили под водой. По оценкам экспертов, это самый сложный в техническом плане проект за последние 15 лет. Вот в эксплуатацию газопровода Новоалександров-Казатон обеспечит голубым топливом 30 тысяч квартир и 6 котельных Уфимского Забелья, перспективной территории застройки. По словам Ради Хабирова, до 2025 года в Башкирии будет газифицировано еще 164 населенных пункта. Перспективное направление – глубокая переработка газа. Подписано очень важное соглашение, я бы сказал, историческое соглашение для нашей республики между «Газпромом» и «Газпромсалатнефтехим» о поставке, гарантированной поставке в нашей республике 28 миллиардов кубов сибирского газа. Это дает возможность загрузить наши предприятия и открывает уникальную возможность, соответственно, создать новое предприятие по глубокой переработке газа. На небывалый рост цен на стройматериалы жалуются жители республики. За год стоимость профнастила повысилась в 2 раза, брус подорожал ровно наполовину. Те, кто покупал участки за городом из-за дешевизны частного дома по сравнению с квартирой, уже готовы отказаться от строительства. Кто взвинчивает цены и, главное, ради чего, выясняла моя коллега Анастасия Ильчебаева. Ну вот ОСБ-плита, вот обшита веранда, выросла практически в 3 раза за лист. Начав строительство в прошлом году, уже нет уверенности, что в этом его удастся завершить, говорит Алексей. Казавшийся доступным брус по цене 8 тысяч за кубометр взлетел на 50%. А еще нужен утеплитель, профнастил, чья стоимость тоже не стоит на месте. Вроде бы начинали возводить деревянный дом, а по итогу золотой. Такого роста цен ни Алексей, ни его соседи не помнят. Если строить, довольно-таки очень дорогое удовольствие. Где-то обычно всегда растет, начиная где-то с января-февраля. Каждый вот до января-февраля прошлогодняя цена держится, январь-февраль наступает, и цена, как правило, процентов 20-30 вырастает. Проценты прыгают, но не в 3 раза, да, не в 3 раза. Пока цены стремятся вверх, сынишка Артема играет на свободном от дома участке. Если одни не могут завершить строительство, то другие не знают, как его начать. Мат-капитал, на который так рассчитывали, уже не покроет большую часть затрат. В прошлом году рассчитывал, что хватит, по крайней мере, на фундамент. Вот. Но в связи с ростом цен на арматуру, на цемент, на бетон, то есть предположение, что только вырую котлован и засыплю его песком. Все, что скоплено в прошлые годы, съело повышение цен. Вот. То, что планировалось и накоплено было, то сейчас этих денег просто не хватит. На данный момент стоит 655 рублей за квадратный метр. Ровно год назад стоимость была 275 за квадрат. То есть практически в 2 раза цена выросла. Профнастил теперь себе могут позволить немногие. Такого роста стоимости металла, говорят сотрудники компании, не было никогда. А на рынке они с 2002 года. От повышения цен, как это неудивительно, страдают и продавцы. Спрос падает. Многие приходят посчитать, пенсионеры, и им уже недоступно, получается, купить какой-то профнастил, и многие уходят. Производители металлопроката поднимают цены. Соответственно, нам приходится поднимать цены так же, как и они. Сейчас металл уходит на экспорт, и вот эти цены связаны с этим. Они пытаются на внутреннем рынке продавать по тем же ценам, что и на экспорт. Цена очень завышена. И для нас это тяжело. Маржа не то что не растет, а падает, жалуются продавцы. Оборудование пару лет назад успели обновить, а о дальнейшей модернизации производства пока можно даже не думать. А российский рынок неразрывно связан с западным, а тенденции на нем не радуют. Если взять Америку и Европу, то 2 года назад или год назад там цена была порядка $500 за тонну, а сейчас цена $1500 за тонну. Экономики все-таки связаны. И поэтому металлопроизводители, это Северсталь, Липецк, Магнитогорск, повышают цены. Из-за металла подорожала и продукция, которая изготавливается на его основе. Производители окон и вовсе атаковали со всех сторон. Цены растут и на пластик, и на стекло. За последний год цены на металл, который мы используем в виде армирования, повысились на 122%. А на ПВХ профиль до 48%. На стекло почти до 80%. И если учесть даже фурнитуру мелкие комплектующие, это более 15% на них идет. Повышение вызвано ростом мировых цен из-за колоссального спроса.
Чтобы не терять в качестве за счет удешевления комплектующих, окончикам приходится повышать цены. Точно так же за счет роста каждого материала выросла и стоимость домов. В прошлом году, например, построил на 600-700, например, да? А сейчас 1 миллион будет почти. Рабочая сила, как говорится, эта цена не поднимается, а так материал-то подорожается. Строители больше чем на месяц даже не заключают договора. Вот, потому что смысла нет. Можно просто пролететь очень здорово по деньгам. То есть подпишешь договор с обязанностью построить, и все. Год назад на деньги, которые сейчас уходят на строительство одного дома, можно было смело возводить его и рядом строить еще один такой же. Но с нынешними ценами в скором времени можно будет попрощаться. Увы, не в связи с их понижением, а из очередного роста в июле-июне, прогнозируют продавцы, стоимость будет только расти. И хочется верить, что повышение остановится до того момента, когда денег начнет хватать только вот на такую постройку. Анастасия Ильчебаева, Булат Садриев, Булат Закирьянов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. В Башкортостане выбирали будущих кандидатов в депутаты. «Единая Россия» провела традиционную перед избирательной кампанией процедуру предварительного партийного голосования. С 8 утра и до 8 вечера в республике работали 680 счетных участков. В этом году предвыборное мероприятие проходило по смешанной системе. Избиратели могли проголосовать как электронно, так и очно на участках по месту регистрации. Волонтеры сверяли списки, чтобы исключить повторное волеизъявление. Онлайн-голосование проводилось с 24 по 30 мая. Если, допустим, в 2016 году у нас проголосовало менее 0,5% электронным способом, то сегодня у нас вот более трети проголосовало именно электронным способом, именно заочно. На сайте pgir.ru зарегистрировалось 165 тысяч наших избирателей, и где-то примерно под 90% сейчас подсчитывается, проголосовали, воспользовались этим правом. Голосование на избирательных участках региона проходило с соблюдением всех санитарных норм, а участки для предварительного голосования оборудовали так же, как и на выборах. В ходе партийных выборов определяли кандидатов, которые в сентябре представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, Горсовет Уфы и дополнительных выборах по 2 округам в Госсобрании Республики. Итоги прошедшей процедуры подведут в начале следующего месяца. Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах всех уровней в единый день голосования, утвердят на съезде партии 19 июня в Москве. Партия «Единая Россия» на сегодняшний день – это единственное политическое объединение, которое выбирает список и определяет список тех людей, которые будут в бюллетенях для голосования на выборах, через вот эти открытые процедуры, которые называются предварительное голосование партийное. «Единая Россия» определяет все открыто, прозрачно, и люди сами говорят: вот мы хотим, чтобы в списках для голосования были вот такие-то люди. Сами их определяют. Много молодых, амбициозных, много людей, кто прошел школу жизни, много волонтеров, много врачей в этом году, да, заявились. И это не просто так, потому что люди тоже проходят свой опыт жизни, школу, и они с новыми идеями, с новыми проектами хотят что-то поменять. Мы видим, что около 30% молодежи заявилось, да, это фермеры у нас тоже заявились множество. То есть те, кто непосредственно в республике работает и знают все проблемы, которые в республике есть. В столице республики на неделе стартовал международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Артист приурочил его ко дню рождения своего педагога Миляуши Муртазиной, которая отметила свой 95-летний юбилей. Профессор Уфимского государственного института искусств посвятила жизнь вокальной педагогике. Как вспоминает сама Миляуша Агалеевна, однажды ей поступило предложение переехать преподавать в Италию, но она не приняла его. Поздравила лично именитого профессора и глава республики Ради Хабиров. Он поблагодарил ее за неоценимый вклад в развитие культуры не только Башкортостана, но и всей страны. Отметил, что наша вокальная школа гремит на весь мир благодаря таким специалистам, как она. Молодым талантам я бы посоветовала, я надеюсь, они услышат, не торопиться. Вокал, по-настоящему вокал, пение требует, прямо можно сказать, жертв. Это на что не каждый способен. На сцене театра оперы и балета в сопровождении Национального симфонического оркестра республики прозвучали популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов. Сама Миляуша Агалеевна не смогла быть в зрительном зале, но наблюдала за открытием фестиваля из дома. Для нее организовали индивидуальную трансляцию. Репертуар артистам подобрала сама педагог, так решил Ильдар Абдразаков. Это те композиции, которые они разучивали в студенческие годы.
у Миши Галевиной учеников очень много. И за ее творческую карьеру, за ее творческую жизнь как педагога она вырастила учеников, которые пели, я думаю, что во всех точках земного шара. Ну а сразу после итогов смотрите в эфире нашего телеканала специальный репортаж корреспондента Юлии Нигматуллиной «Дорогая история». И вот о чем пойдет речь. Вторая жизнь старинных вещей. Зачем реставраторы воскрешают ржавые машины, разбитые часы и мебель из мусорных баков? Я считаю, главное не время, которое часы показывают, а времена, которые они могут рассказать. Приветы из прошлого. Какие сюрпризы можно обнаружить под обшивкой антикварных стульев? Я спрятала бриллианты в стул. Когда вот эти кресла вскрывают, там монетки старые, запонки, заколочка какая-то, тоже дореволюционная. На чем ездили Аль Капоне и Бонни и Клайд? Как всего одна машина может рассказать о целой эпохе. Америка 30-х годов, это машины, так скажем, гангстеров полицейских. 20 миллионов за автомобили, 400 тысяч за часы. Мода на антиквариат, который с каждым годом только дорожает. Именно эта жестянка Лизи сделала из Генриха Форда автомобильного короля. Это наша история. Если не будет у нас истории, то, можно сказать, и мы тогда никто. Ближе к Арктике в Уфе на этой неделе появился уникальный культурный объект – музей полярников имени Валериана Альбанова. Уроженца Башкортостана, легендарного исследователя, чьими трудами пользуются специалисты во всем мире. В церемонии приняли участие родственники и члены экстремальной полярной экспедиции по следам двух капитанов. Прообразом одного из героев одноименной книги как раз стал Валериан Альбанов. О важности сохранения исторической памяти моя коллега Екатерина Тимиряева. Набор эгоиста – так называли миниатюрную кастрюлю, которая подогревалась фитилем керосинки. Полярные очки, подсвечник, фотографии, книги, страницы из дневников. Уникальные экспонаты, которые были в обиходе более века назад у уроженца Уфы Валериана Альбанова во время покорения Арктики. Сейчас прикоснуться к героической истории может любой желающий в музее полярников его имени. Наш главный герой Георгий Брусилов. Именем своей тети назвал его святая Анна. Принял на корабль штурмана Альбанова и решил ни много ни мало, как проплыть северный морской путь в одну навигацию или в две, но занимаясь охотой на моржей и на медведей. Подвигом Альбанова до сих пор восхищаются во всем мире. Благодаря его опыту, 2 года шхуна дрейфовала в краю белого безмолвия, так говорят об Арктике, удалось систематизировать сведения о водных течениях, определить границы материка, а также предсказать открытие острова Визе. Это стало основой для освоения Северного морского пути. Дневник Альбанова «На юг, к земле Франца Иосифа» переиздавался и у нас, и за границей. Глава Башкортостана уверен, музей внесет свой вклад в науку и воспитание подрастающего поколения. Все понимают, что Арктика – это невозможно тяжело. Это страшная температура, это лед, это отсутствие еды и все прочее. Но Арктика всегда была овеяна романтизмом. И ничто так не привлекает молодежь, как романтизм, ощущение романтизма. И романтизм, он связан в том числе с служением нашей Родине. Это освоение Арктики. Освоение этой Арктики происходит не потому, что мне там хочется. Это большая государственная задача. Россия на 2 ближайших года получила право председательствовать в Арктическом совете, который обеспечивает содействие развитию Арктики, особенно в сфере защиты окружающей среды. Церемония прошла на минувшей неделе в Исландии. Кроме того, в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о стратегии развития арктической зоны России до 2035 года. И, конечно, республика здесь идет в ногу с Россией, с повесткой, с геоповесткой. И, конечно, открытие такого музея интерактивного, в какой-то мере молодежного, где совмещены традиции, история, глубина и подход к воспитанию молодежи, конечно, это событие. Я надеюсь на это, что подрастающее поколение эта тема очень сильно заинтересует, потому что это же романтика, это же приключения. Сейчас интерес к Арктике все больше и больше растет. Глава республики поблагодарил всех создателей музея за успешную работу и вручил идейному вдохновителю музея Михаилу Чванову орден Григория Аксакова за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры. Экспозиция музея общей площадью более 300 квадратных метров, стоимость билетов от 50 рублей. Пока около 200 экспонатов, в том числе переданные в дар камни от вдовы одного из полярников. Можно увидеть и каяк,
По легенде, Альбанов и еще один матрос сделали лодку из обломков корабля. Музей полярников имени Валерьяна Альбанова станет новой достопримечательностью столицы Башкортостана и частью большого музейного микрорайона в Уфе. В шаговой доступности расположены Национальный музей Башкортостана, музей имени Нестерова, Довлатовский переулок. И здесь же далее планируют создать музей в честь русского оперного певца Федора Шаляпина, творческий путь которого, волею судеб, стартовал в Уфе. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. В Башкортостане запустили проект для устройства подростков в приемные семьи. Из детских домов чаще забирают малышей, которых из-за возраста проще перевоспитать. Чтобы решить эту проблему, был создан круг заботы. Это двухсторонняя помощь. Подготовку проходят и родители, и сами подростки. Гареевы взяли из детдома сразу и девочку, и мальчика, уже взрослых по меркам приемных. Почему, знает Лилия Курбанова. Даже лучше, чем старая мама. Мама тебя любит? Да. Ты меня любишь? Конечно. Любовь к себе Стас почти требует. Мальчик пережил слишком много предательств за свои 9 лет. 4 года в доме ребенка, еще 4 с кровной матерью. Год с отчимом и снова госучреждение. 1,5 месяца находился в приюте. Оттуда в начале года мальчика забрала Айгуль Гареева. О той жизни Стас не очень хочет вспоминать и мягко пытается уйти от темы. Ну там ребята такие чуть-чуть. Ну, тадын-тадын. С мамой как тебе? Классно. Бесконечно классно. И вкусняшки покупает, игрушки. За Стасом Айгуль Гареева пришла с его родной сестрой Алиной. Первой в семью взяли 16-летнюю девочку, совсем взрослая, по меркам детдома. У меня был такой вопрос, меня мучил. Зачем подростка берут? Многие же не хотят брать подростков. Обычно детей, младенцев. А все думают, что с подростками тяжело. Но это не так. Они будут помогать, если с ними найти общий язык. Вот. Ну и радости какие-то вместе. То есть можно вместе на отдых поехать. Там, или вообще подростки круче, на самом деле. Человеку хорошо там, где он чувствует себя в безопасности. Я чувствую себя в безопасности. В семье Гареевых уже было 3 кровных детей, когда они решились на приемных. Сыграла роль пандемия. В тот период детские дома закрыли для посещения. Супруги занимаются благотворительностью и не могли помочь детям. Я очень переживала, да, и тоже тряслась, когда забирала детей. Это было очень страшно. Но по факту, вот, и последний ребенок, который у нас 3 месяца в семье, тоже я очень сильно переживала, потому что мальчишка маленький, с моей огромной загрузкой, как я справлюсь. По факту это осталось только страхами. Никаких мои страхи не подтвердились. Более 80% воспитанников детских домов – это как раз подростки. Забирают в семьи обычно малышей. Мама и папа часто боятся, что не смогут найти общий язык с ребенком постарше. Чтобы помочь приемным родителям и тем, кто только собирается взять подростка в семью, несколько месяцев назад в Башкортостане запустили проект «Круг заботы». Каждый приемный родитель может получить от нас помощь, индивидуальную поддержку от психолога проекта, может принять участие в клубе приемных родителей «Беседка», где можно прийти к таким же приемным мамам и папам, поделиться своими историями и кейсами, рассказать о каких-то сложностях, в конце концов понять, что мы не одни, да, такие. Приемной семьей может стать даже один человек, мама или папа. Не обязательно даже иметь свое жилье. Это может быть съемная квартира. Главное, чтобы была чистота, отдельная кровать и доход не ниже прожиточного минимума на каждого. Воспитанники детских домов тоже боятся, например, нового предательства. Многим дают надежду и возвращают обратно в госучреждение. Сейчас набирается группа, в которой самих подростков тоже подготовят к будущим родителям. Семья для подростка оказывается подспорьем и очень сильно меняет его жизнь в лучшую сторону. Если приводить примеры, когда она была в учреждении, это был трудный подросток. Были очень большие проблемы с обучением, она достаточно слабо училась. Были проблемы с поведением. Девочку забрали в семью в 13, сейчас она уже выпускница 9 класса. Она очень хорошо закончила школу без троек. Она солистка ансамбля танцевального и очень в нем успешна. Подросток – это человек, у которого остается всего несколько лет, чтобы успеть обрести маму или папу. Подросток – это человек, который еще может успеть запрыгнуть в уходящий вагон под названием «Счастливая семья». Конечно, сомнения, они
всегда рядом околачивались, но я как-то их поборола, потому что всем хочется иметь семью. Лилия Курбанова, Вадим Исламов, Булат Закирьянов. Новости Уфа. В Уфе сегодня прошел массовый легкоатлетический полумарафон «Забег РФ». По оценкам организаторов, в столице Башкортостана в нем приняли участие около 2000 человек. По итогам определят город, который станет беговой столицей России. С подробностями наш спортивный обозреватель Артем Кочешев. В пятый раз вся Россия на старте забега. В Уфе на дистанцию вышло почти 2000 человек. При этом 21 километр преодолевать было не обязательно. Каждый выбирал себе дистанцию по силам. Среди доступных 1, 5 или 10 километров. Сегодня я, честно говоря, слабо тренировался в последнее время, поэтому пробегу только 10 километров. Но надеюсь, что на осенний марафон я пройду 20 километров, пробегу 20 километров. Победу у женщин на полумарафонской дистанции одержала Ульяна Шарикова. Эмоции очень зажигательные. Погода тому благоприятствовала. Соперники были очень хорошие, сильные. У мужчин победителей было сразу два. Друзья по жизни Алексей Иванов и Андрей Сафронов не смогли разлучиться и на дистанции, и синхронно пересекли финишный створ. Два башкирских спортсмена всю дистанцию бежали вместе, оторвались от всех преследователей. И на финише Андрей Сафронов, он прям вот на миллиметры обогнал Алексея Иванова. И, соответственно, первое место будет присуждено ему, но после изучения фото-финиша. На дистанцию вышли и известные уфимские спортсмены. К примеру, участник Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Эльмир Хазиддинов. Вы знаете, я пока бежал, у меня было время подумать, для чего я это бегу. Наверное, это просто какая-то новая цель для меня. Решил себя испытать. До сегодняшнего утра я не был до конца уверен, что побегу я. Я думал, проснусь, если настрой будет побежать, то побегу. Хватало и бегунов в ярких маскарадных костюмах. У кого-то они были устрашающими, у других более дружелюбными. И сегодня я в таком ярком костюме. Это костюм черной вдовы. Ну, это так просто сценический образ такой. А вообще я его надела для того, чтобы поднять людям настроение. Возможность участвовать в забеге предоставляется детям с 6 лет. Верхней границы не существует. По уфимским улицам бежали и те, кому уже далеко за 80. Раньше бегала марафоны, уже лет 10 не бегаю марафоны. Надо держаться в компании бегунов, тогда все будет в порядке. Не осталась в стороне от забега и команда телерадиокомпании «Башкортостан». Те, кто привыкли работать у микрофона, выяснили, кто самый быстрый и выносливый. Бежалось легко, бежалось хорошо одной дружной командой. 10 километров, как говорится, планировали, пробежали один, но из нас вот только единственный, кто пробежал вот нормальную дистанцию, это вот Юлька Исанбердина. Юля, получается, вы самая выносливая в нашей телерадиокомпании? Я самая просто дисциплинированная, я готовилась. Кто бегун из нас? Уфимцам повезло с погодой во время забега. Перед главным стартом прошел долгожданный освежающий дождь, но затем на протяжении всей гонки светило солнце. В некоторых других городах участникам приходилось справляться с холодом и ливнем. Забег — это 85 городов, а еще сумасшедшая энергия участников этого легкоатлетического соревнования. Они сегодня получили настоящее удовольствие. Их бросало то в жар, то в холод, но самое главное, что это был самый массовый забег в истории страны. Артем Кочешев, Владислав Минязев. Итоги недели. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. После прогноза погоды не пропустите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Будет интересно. До встречи в эфире.